Украина извинилась перед крымскими татарами за прошедшие годы пренебрежения. Мировое сообщество призвали ужесточить санкции против России. А крымским татарам посоветовали не покидать родину. В Анкаре завершился двухдневный конгресс крымских татар. Наша съемочная группа уже вернулась из Турции. Всемирный конгресс крымских татар собрался в Турции. В Крыму в условиях оккупации провести его стало невозможно, поэтому в Анкару съехались 430 делегатов от почти 200 крымско-татарских организаций из 14 стран. Большинство – представители из Украины и турецкой диаспора. Конгресс проходил в отеле «Белькен». В зале 3 национальных флага – крымско-татарский, украинский и турецкий. Конгресс открывается 3 гимнами. Чтение молитвы раньше благословлял муфти Крыма. Ввиду его отсутствия в этот раз его заменил турецкий имам. Главная цель – освобождение Крыма от оккупации и сохранить целостность Украины. Говорили о методах и путях его достижения. Я приехал сюда, переговорив с Эльмаром Броком, председателем комитета по иностранным делам Европейского парламента, который сказал, что слушания в Европейском парламенте будут сейчас представлены насчет Крыма в ближайшее время. Украинскую власть на Конгрессе представил глава МИДа Павел Климкин. Он зачитал обращение президента. Порошенко отметил, Украина никогда не смирится с нарушением прав крымско-татарского народа и пообещал национально-территориальную автономию. В этом есть не просто политический контекст, в этом есть историческая справедливость для крымских татар, которые должны быть хозяевами своей земли, быть тем, кто определяет судьбу Крыма, определяет судьбу своего народа. Россия, нарушив международные нормы, незаконно аннексировала Крым. Турецкая республика и турецкий народ с самого начала заявлял о непризнании аннексии и будет настаивать на дальнейшем непризнании. Придет время, Крым будет освобожден от незаконной оккупации. Из-за запретов, угроз, вызовов на допросы некоторые из членов Меджлиса не приехали на Конгресс, однако их голоса прозвучали. Селям алейкум, сайгылы Конгресс векиллері, сайгылы Конгресс мусафирлері. Интригой Конгресса стали выборы его президента. Большинство делегатов на этом посту видят лидера народа Мустафу Джемилева. Сам же он берет самоотвод. Этот вопрос даже не обсуждается. Я объявляю самоотвод, и не нужно рассматривать мою кандидатуру. Я вас прошу, ради народа, ради нашей Родины, ради повышения значимости Меджлиса. Президентом должен стать Рифат Чубаров. С большим отрывом, набрав 260 голосов, Рифат Чубаров повторно становится президентом Конгресса. Нашим диаспорам надо поднимать людей и общество в своих странах. Нашей румынской диаспоре стоит делать это в том числе через свое правительство, потому что она член Евросоюза и НАТО. В правлении Конгресса избрали 23 человека. После этого приняли резолюцию. Призвали мировое сообщество усилить санкции против России. Обратились к соотечественникам во всем мире. Мустафа Джемилев напомнил, с начала аннексии из Крыма выехало 10 тысяч крымских татар. Просит пережить трудности и не покидать родину. Я хочу заверить своих соотечественников. Борьба будет продолжаться до конца, и мы обязательно будем на своей земле. Следующий Всемирный конгресс планируют провести через 4 года в Киеве, либо в Крыму, на исторической родине крымских татар. Эльвина Седулаева, Шевкет Наматулаев, Алима Духаиров, Айдар Умаров, Заман, АТР.